Уважаемые участники конференции, в этом году весь тюркский мир будет широко отмечать 170-летие великого просветителя, политика, общественного деятеля Исмаила Гаспринского. Исмаил Гаспринский является отцом русского джадидизма, которая распространялась не только в территории Российской империи, но и во всем мусульманском Востоке. Его идеи, которые он распространял в самом конце 19 и в начале 20 веков, не теряют свою важность и по сей день. Национальная идея, которую он агитировал среди мусульманского народа, должна была объединить весь мусульманский народ и осуществить существенные реформы в общественно-политической жизни мусульманского мира. Национальная идея в философском смысле, символизирующая объединение одной нации и определение национального самосознания, нашла свое отражение в лозунге основоположника джадидизма Исмаила Гаспринского «Единство в языке, делах и мыслях». Понятие «национальная идея» для Гаспринского означало создание первоначальной основы для претворения в жизнь необходимых и особо нужных дел в пользу нации. По его определению, объединение людей под одной идеей приводит к тому, что каждый ее представитель начинает рассуждать об интересах нации как о личном интересе. В итоге никто не отвернется от общественных дел, которые принесут пользу всей нации. Близкий соратник и последователь Гаспринского в Туркестане Махмуд Ходжа Бехбуди видит в реформе низшей и высшей школы реформу самой нации. По его утверждению, реформа нации, она и есть национальная идея, которую должны пропагандировать все. В результате буржуазных реформ в России во второй половине XIX века и национальной политики эпохи правления Александра III вынудили российских мусульман найти достойное место в обществе. Одним из первых шагов в этом направлении можно определить брошюру Исмаила Гаспринского «Русское мусульманство». В этой маленькой брошюре Гаспринский сформулировал свои основные теоретические постулаты об отношении России к мусульманскому населению и направлениям реформ в мусульманском обществе. Кроме того, он поднимал вопрос о механизмах формирования отношений между мусульманами и Россией на длительную перспективу. Гаспринский провозгласил основой национальной политики равенство и уважение к правам наций. Далее он, рассуждая о культурном развитии мусульман России, предложил программу, направленную на создание общенационального института национальной школы с преподаванием на родном языке. Для систематизации осуществляемой работы Гаспринский предлагал выработать общенациональную идею, которая создаст первоначальную основу для осуществления необходимых и особо нужных дел в пользу нации. В свою очередь, для объединения нации под единой общенациональной идеей необходимо было привлечь к делу мусульманскую элиту, интеллектуальный слой мусульманского общества. Деятельность этой элиты должна была направлена на создание политических, экономических, образовательных и культурных институтов. Как определил Гаспринский, люди, которые служат интересам нации и общества, дозволено было назвать столпами или отцами народа. Гаспринский охарактеризовал вышеназванную интеллектуальную элиту как знающий то, чему учился. То есть этот слой не был осведомлен ничем, кроме религиозных знаний. Гаспринский особо подчеркивал, что если у них нет знания, соответствующего требованиям времени, если они не соблюдают того, чему учат сами, если у правителей и чиновников нет знаний, разума и пылкого патриотизма, то независимо от того, кем является, он не может быть столпом общества, его предводителем. Гаспринский писал:
когда наша школа, метод и учебная программа будут реформированы, тогда и наши ученые и правители будут развиваться. Как человек, который не может найти себе дорогу, может указать путь другим. Чиновник и аристократ своим знанием не может занять место имама, как и не может быть учителем в литературе и политике. На таких людей нет никакой надежды. Джадидизм, как его определяют некоторые исследователи, не ставил перед собой задачу изменения богослужебной мусульманской практики и догматики. Он являлся преимущественно светским движением, возглавляемым интеллигенцией, а не богословами. И это определение вполне может соответствовать внутрироссийскому джадидизму и частично подходит для определения сущности туркестанского джадидизма, так как основную часть туркестанских джадидов составляли именно религиозные деятели, а не светская интеллигенция. Интеллигенция, по мнению Гаспринского, должна была объединить народную массу под общей идеей, через которую можно было осуществить намеченные общенациональные дела. Интеллигентная часть нации должна была сыграть основную роль в распространении и формировании в сознании простого народа новых идей и целей. По утверждению Гаспринского, именно отсутствие идей и целей, призывающих к реформам, были основными причинами научной, торговой и политической зависимости мусульман от других народов и служения им. Гаспринский озадачил мусульманскую интеллигенцию тем, чтобы она выработала совершенно новые идеи и цели, которые совершили бы поворот в сознании мусульманских народов. Эти идеи должны вывести нацию из служения и зависимости. В этом деле интеллигенция должна управлять массами в нужном направлении. Гаспринский призывал мусульманскую интеллигенцию вести объяснительные беседы среди народа о науке, просвещении, о современной ситуации мусульман и о жизни других народов, а также привлекать их участвовать в своих разнообразных собраниях. В итоге, как отмечалось, должна была появиться общенациональная идея, и нация стала бы единой и объединенной благотворительными обществами. Гаспринский, объясняя суть общенациональной идеи, писал, что эта идея должна стоять выше всех остальных. По его определению, возвеличивание народа, возвышение целей, настоящее братство народа – это и есть общенациональная идея. Эта идея должна отражать стремление и выгоду нации. Основной доктриной Гаспринского было создание общественного консенсуса, которая должна была объединить все слои мусульманского общества. Как было сказано в начале, это ярко выражено в лозунге Гаспринского «Единство в языке, мыслях и действиях». Я думаю, что в этом году весь тюркский мир будет объединен именно под этим лозунгом, который гласит «Единство в языке, мыслях и действиях». Спасибо за внимание.